1707 году было открыто первое российское профессиональное медицинское заведение – Московская медико-хирургическая школа, задолго до университетской подготовки обеспечивавшая пополнение лекарского института. Голландец Бедлоу, приглашенный Петром I для организации этой школы, написал наставление по хирургии, на многие годы ставшим основным учебно-практическим пособием хирургии. После Александрской реформы 1802-1804 года в России были утверждены уставы Московского, Казанского, Харьковского, Дербцкого и Виленского университетов. К этому времени в Европе существовали немецкая и французская школы подготовки врачей, различающиеся в методах обучения студентов. Берлинский университет пропагандировал этапное внедрение обучающихся в клинику, отдавая предпочтение постоянной работе у постели больного. Первым этапом развития клинической травматологии следует признать начало XIX века, когда наполеоновские войны ввергли Европу и Россию в травматическую эпидемию. Это этап военно-полевой хирургии. Вслед за открытием медицинского факультета Московского университета 1766 год потребность в большом количестве образованных врачей была реализована открытием Петербургской медико-хирургической академии 1798 год. Действия полевых хирургов в период Отечественной войны 1812 года были высокопрофессиональными, и можно с уверенностью сказать о том, что этот период является периодом становления российской военно-полевой хирургии и травматологии опорно-двигательного аппарата одновременно. Являя собой гениальные качества экспериментатора, практика и ученого, положившего в основу обучения профессионального врача изучения системной патологии и прикладной анатомии, работы Николая Пирогова в области военно-полевой хирургии и травматологии принесли миру внедрение гипсовой иммобилизации при ранениях и переломах, возможность гуманного производства операций благодаря эфирному наркозу. Производство костно-пластической операции на стопе позволяло сохранять опорно-двигательную функцию конечности. Трехмоментный способ ампутации обеспечивал первичное формирование культи, пригодной к протезированию. Экспериментальные работы по анатомии сосудов на века обеспечили хирургическую науку вариантами оперативных доступов и методами операции. Изучение особенностей анатомии ахиллова сухожилия по сей день доказывает целесообразность и лечебный эффект подкожных анатомий. Пироговский период – это практически травматолого-ортопедический этап развития и расцвета отечественной науки. Период, охватывающий середину и конец XIX века, это золотой век травматологии и ортопедии, во время которого с внедрением учения Листера об антисептике количество и качество операций на костно-суставном аппарате значительно возросло и вслед за хирургическим лечением открытых повреждений. Травматология вступила на тропу анатомического восстановления закрытых переломов. Характеризуя этот этап, необходимо вспомнить тяжкий путь становления отечественной травматологии в этот период развития, особенно в отношении профилактики и лечения гнойно-эпидемических осложнений. В 1947 году с созданием Всесоюзного общества травматологов-ортопедов отечественная травматология и ортопедия получила статус государственной службы, основными задачами которой стали профилактика травматизма, лечение переломов и снижение инвалидности, изучение биологических и физиологических закономерностей регенерации костной ткани. Первые всесоюзные съезды травматологов-ортопедов, это 1963-69 года, подвели итоги и определили новые задачи советского периода развития службы. Наука перешла в государственное видение, а ее развитие определял государственный заказ. Ну а пока формировалась вся эта система, одно поколение российских медиков сменяло другое, среди которых не случайно оказался и наш земляк. Хасан Мусалатов родился 17 февраля 1944 года в селе Чечен-Наул, Чечено-Ингушская ССР. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, заведовал кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Московской медицинской академии имени Сеченова. Работал главным редактором журнала «Медицинская помощь». Начал свой путь в медицину фельдшером, затем окончил лечебный факультет Первого Московского мединститута имени Сеченова. Успешно осуществлял поиски новых материалов в области имплантации и реконструктивной хирургии опорно-двигательной системы. Впервые в стране Мусалатов создал новый метод консервации костной ткани,
Предложил ряд оригинальных методов диагностики и лечения травматических повреждений и ортопедических заболеваний. Среди них новые методы оперативного лечения больных с повреждениями и заболеваниями суставов, позвоночника и спинного мозга. Значителен вклад Мусалатова в создание имплантантов на основе углеродосодержащих материалов, обеспечивающих их полноценное и длительное функционирование в организме. Он внедрил в клиническую практику новые конструкции имплантантов для замещения дефектов костей, связок, суставов и сухожилий. Предложил ряд методов оперативного лечения повреждений позвоночника, заболеваний суставов. Предложенные им методики лечения переломов и вывихов позвонков обеспечивают раннее восстановление утраченных функций. В последние годы жизни создал оригинальную концепцию лечения переломов костей у лиц пожилого и старческого возраста. Мусалатов – автор более 300 научных трудов, в том числе 4 монографий. Новизна и оригинальность его научных исследований подтверждены 37 авторскими свидетельствами на изобретения и патентами. Его ученики, среди них 12 докторов и более 30 кандидатов наук, руководят рядом крупнейших научных и лечебных учреждений России и стран СНГ. Мусалатов является автором 5 учебников для студентов медицинских вузов, в том числе широко известного учебника «Первая доврачебная помощь», который не только содержит обширную информацию, но и позволяет студентам самостоятельно контролировать усвоение материала. Этот учебник переведен на испанский язык. Если говорить о его общественной деятельности, то стоит отметить, что он являлся членом Президиума Пироговского съезда врачей России, членом Президиума правления Российской медицинской ассоциации, членом правления Российского медицинского союза, членом Президиума правления научного общества ортопедов-травматологов Москвы и Московской области, правления Московских медицинских обществ Москвы, России, Словакии, Швейцарии, главным редактором журнала «Медицинская помощь», председателем специализированного ученого совета Московской медицинской академии имени Сеченова. В 1990 году защитил докторскую диссертацию. В 1995 году избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук. 24 сентября 2002 года, на 57-м году жизни, Хасан Мусалатов скончался. Талант травматолога Мусалатова помог поставить на ноги сотни больных, вне зависимости от их национальности и вероисповедания.